Первый мультимедийный пресс-центр в стране. Видеомосты с любой точкой мира, аудио и видеозапись конференций, удобное расположение в центре Бишкека. Пресс-центр «Спутник Кыргызстан». Каждый день гость на радио «Спутник Кыргызстан». Беседуем о политических трендах и делимся жизненными наблюдениями в программе «Особый акцент». Продолжаем наш эфир в студии Талабек Урускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма программа «Особый акцент». Ну и, как всегда, по вторникам, дорогие друзья, мы обсуждаем медицинские вопросы. Телефон студии по-прежнему 0312 66 42 82. Звоните, мы ответим на все ваши вопросы. Сегодня у нас в гостях директор общественного фонда «Альянс планирования семьи» Бактугуль Бозгорпоева. Приветствую, Бактугуль. Мы сегодня поговорим о преимуществах мобильного приложения для ведения беременности. Будем отвечать на вопросы, зачем нужно это приложение и что это такое цифровая поддержка наших беременных. Дорогие друзья, почему я обратился к этой теме? Дело в том, что цифровизация сегодня в нашей стране охватывает все больше и больше сфер. И вот Минздрав при поддержке ЮНИСЕФ, UNFPA создал приложение мобильное, в каждом смартфоне его можно скачать, и которое предназначено для беременных. И вот теперь все подробности будем выяснять вместе с нашим гостем. Бактугуль, как настроение? Как... Хорошо, добрый день. Поближе к микрофону, подтяните к себе. Всем да. Добрый день. Да. Хорошо. Смотрите, это дань моде, вот это вот приложение создания, да, или это все-таки такой полезный инструмент? Ну, больше всего, наверное, это полезный инструмент. Угу. Почему? Потому что получить полноценную информацию вообще, как готовиться к беременности, как выносить ребенка 9 месяцев, как родить, как послеродовый период такой протекает. Сборник лайфхаков? Да, это сборник лайфхаков, потому что 3 в одном за 3 периода, которые у женщины протекают до беременности, во время беременности, после беременности, как раз таки включают все рекомендательные советы от наших экспертов для наших беременных женщин. И я бы хотела добавить, что это приложение не только для беременных, я бы хотела добавить, что это приложение для семьи, потому что здесь и папы тоже как бы подключаются, да, к вопросам ведения беременности, потому что роль отца тоже здесь подчеркивается. И вообще, если говорить о приложении, то он в 2024 году начал у нас работать, в том плане, что инструмент, он международный, он в 193 странах работает. О, прикольно. Да, и прежде чем, значит, у нас начать эту работу, само приложение, он прошел полностью адаптацию. Адаптацию провели согласно клиническим протоколам Министерства здравоохранения. То есть все нормативно-правовые акты, которые касаются вопроса беременности, родов и так далее, оно должно соответствовать нашим стандартам, да, нашим кыргызстанским стандартам. Поэтому после того, как мы провели адаптацию, значит, данное приложение было переведено на кыргызский язык, и вот в мае месяце он был представлен, и на круглом столе, где мы организовывали для медицинских работников, рассказывали о преимуществах данного приложения, кому он предназначен, и где мы можем использовать, как мы можем использовать. То есть данное приложение, самое такое большое преимущество в том, что именно тем женщинам, которые проживают у нас в отдаленных селах, в отдаленных регионах, у которых нету времени доехать, получить ответы на элементарные вопросы, как раз таки там, в этом приложении, можно найти ответы на такие, знаете, вот бывают мелкие вопросы, вот если я там
2 раза не смогла нагнуться, или там вот у меня были проблемы с токсикозом, если у меня вот 2 раза рвота была, что дальше, да? То есть вот такие вопросы как раз-таки они дают ответы в этом приложении. Ну, получается, это такой фак, да? То есть сборник, или на русском, если это «Чего», да? Да. Часто задаваемые вопросы и ответы на них. Да. Я правильно понимаю? Да. И я бы хотела отметить, что само приложение, оно скачивается в App Store и в Android, да? Но, Google Play. Да, Google Play. Если это через iOS, то если телефон на русском, то приложение на русском скачивается. А если телефон на кыргызском, то на кыргызское приложение скачивается. А вот смотрите, на Android... давайте попробуем. Вот у меня Да. Android, да? Да, у вас Android. Да. Вы заходите на Google Play, да? Да, и, Play Market. Да, Play Market. Пишу, Эмма. вот написал русскими словами Эмма. Да. Смотрите, сейчас вам расскажу прикол. Да? Первое приложение, которое вышло в поиске, Эмма Yellow GmbH работа. Эмма Трекер называется. Так, подождите, да. Вот. Второе приложение, их там много, там около десятка этих приложений. Смотрите. Emma You English Body, то есть это что-то с телом. С телом связанное. Да, Emma La Plus Condominium, ну, то есть кондоминиум, то есть это что-то житейское какая-то. Emma Video Chat and Meet, это, то есть, какой-то мессенджер. Emma Health, то есть Emma Здоровье есть. Это не то? Medical Hub, нет? Нет. Здоровье и фитнес. Emma App Cook. Нет. Universal de la Costa, что-то испанское, образование. Беременная кошка Эмма. Вот есть такое приложение игры. Даже, да? Home iDesign, Emma Story, Emma and Ella. И вот я не нашел ничего. Эмма, если вы правильно набрали, да, AMMA, Трекер. Так, теперь на английском попробуем набрать, да? Давайте на английском попробуем. Эмма, да? Да. Сейчас, секундочку. Что он мне сейчас выдаст? Так, английский переключили. М. Эй. Не Е, а Эй. Это И? А. Амма получается? Да, да. Вот, вы неправильно набираете, просто читается Эмма. Так, дорогие радиослушатели, обратите внимание. Амма получается, да? Правильно? Да. Цикл и беременность. Правильно? Да. Трек, Да. цикл, Да. Так, смотрите, дорогие друзья, те, кто зайдет в Play Market, это будет такой значок, цветочек и женское лицо в розовом цвете. Да. С белыми какими-то штучками. Вот, написано «Цикл и беременность фемин». Да. Правильно? Да. Вот это приложение нужно устанавливать. То есть не ищите Эмма, а пишите А-М-М-А на английском языке. И тогда вы сможете скачать это чудесное приложение. Я правильно понял, да? Да. Так, ну здесь уже, смотрите, хорошие довольно оценки, 4,8 балла, да, люди пишут, не очень нравится, но мне есть вопрос, как и где в приложении могу изменить, и что я беременна двойней. Вот. Представляете? Вот. А у нас очень часто бывает и тройни. Ну, беременность хоть двойня, хоть тройня, она протекает одинаково, да, как и у всех, если даже это один ребенок. Единственное, во времени родов, после родов, может быть, какие-то особенности. Эти вопросы они могут исчерпать из данного приложения. Там тоже есть информация про многоплодную беременность. Поэтому я бы хотела сказать нашим женщинам, чтобы на самом деле открыли просто, да, для интереса, посмотрели, покопались. Если какие-то вопросы будут, они напишут напрямую, да, вот свои комментарии. И у нас есть разработчики, которые сидят в Российской Федерации, и они отвечают на эти вопросы. То есть это в онлайн-режиме? В онлайн-режиме они отвечают на вопросы. То есть можно написать отзыв по этому приложению, и они ответят. Я правильно понимаю? Но насколько у нас наши комментарии попадают в их базу, я вот давайте уточню, потому что я это точно не знаю. Хотя хороший вопрос. Вот, поэтому в целом я бы хотела добавить такую базовую информацию вообще про приложение, да? Вот я сказала, что само приложение, оно было адаптировано нашим реалиям.
Мгм. И само приложение, он состоит из разных разделов. Мгм. Давайте скачаем. Я Да, вот тоже сейчас вот... первый раздел. Значит, первый раздел, он дает информацию, как готовиться к беременности. Мгм. То есть четкая информация, какие анализы сдавать надо. То есть там Да вплоть до детально, этого, да? детально, какие анализы, начиная от общего анализа крови, ДНК-тесты, и какие диагностические исследования можно пройти. То есть вот это пошагово все прописано. После этого там идут рекомендации, какие препараты, если ты готовишься к беременности, какие препараты надо пить женщине, Или да, вид девушке. пронаталь какой-нибудь, Да, или там ну, мы сейчас магний, больше цинк, говорим, да, мы чего-нибудь. больше говорим там, о фолиевой кислоте, да, да, фолиевая которая кислота. очень важно, нужно для наших женщин. Я бы здесь Ну, хотела... дизайн, слушайте, смотрите, прям розовенький, Да, с дизайн цветочками. Я красивый. скачал, дорогие Да. друзья. Вот, ваш выбор, наша миссия, начать на кнопку, вот, надо аккаунт, надо зарегистрироваться, оказывается, да? Да. Сейчас, наверное, у вас время займет все это зарегистрироваться, зайти, последний день, первый день цикла отметить и так далее. То есть, Я да, понимаю, да. да, Я по дизайну хотел да, по оценить. дизайну, да. Я вот просто хотела бы дать общую информацию для наших женщин, да. Ну, я бы сказала, для наших семей, да, потому что здесь же должны быть, соответственно, оба родители. Да. Вот. И первый блок – это подготовка к беременности. И это здорово, потому что сейчас такая тенденция идет, очень многие молодые семьи готовятся, значит, зачать ребенка и прям ходят, анализы сдают, но многие не знают, какие анализы надо сдавать, какие не надо сдавать, потому что у нас бывает, что все подряд надо сдать, да? Бывает, что доктора хотят, чтобы все анализы сдали, но там не все надо сдавать, и там есть перечень анализов. Так. Там перечень диагностических исследований. Также идет полностью подготовка к беременности. Это рацион питания, это спорт, это вредные привычки. То есть все, что касается подготовки к беременности, включает вопрос вот этот первый раздел. Я бы еще раз хотела здесь остановиться на том, что у нас в Кыргызстане, да, Илгери, вот у нас... Давным-давно жети атабыз бар деп айтабыз, вот, и всегда говорили, так, давайте мы расследуем у семерых твоих дедов, не было ли там каких-либо заболеваний, да, генетических. То есть они говорили, жети атаңдын денсаулығы таза болса, қызы таза болады. Ну, если все деды твои были здоровы, то... И это здорово, потому что здесь как раз-таки генетические отклонения мы тогда еще учли, да. И сейчас, так как у нас очень много генетических проблем, и вот если мы в год у нас около 140 тысяч родов, из них 2000 детей рождаются с инвалидностью. Это очень большая, это очень большая, цифра, да. Это очень большая цифра, в том числе и есть генетические проблемы, поэтому при подготовке к родам, к зачатию, они проходят, если есть какие-либо, так скажем, ну, опасения, да, например, у родственников, там, я не знаю, там, у 5-го поколения была у нас там бабушка, там, дедушка с шизофренией, например, да. То есть таким парам рекомендуют пройти генетическое обследование. Это очень важно и нужно. Ну, вот сейчас очень модно сдавать ДНК-тест. Да. Да? И вот это тоже помогает, да? Это тоже помогает, потому что бывают такие курьезные случаи, когда говорят вместо 23-24 хромосом. О, ничего себе. Да, бывают такие случаи, поэтому это очень важно и нужно. Подготовка к беременности. А вот, кстати, вопрос. Сейчас среди молодежи бытует такое мнение, что если группа крови, ну, так скажем, правильная, неправильная, да, как там сейчас выражаются, да, то тогда, получается, беременность лучше не делать. Ну, там еще с резус-фактором связано. Вот такие вопросы поясняются? Знаете, там есть вопросы, вот именно мифы, да? Вот у нас мифы, есть очень много мифов относительно пола ребенка, да? Вот пол ребенка зависит от женщины и так далее. Вот эти мифы, они как раз-таки расписаны в данном приложении. Вот я и говорю, группа крови там еще бывает. Вот как резус-фактор, группа крови, вот эти вещи, они, такие вопросы есть. В социальной сети недавно видел ролик, когда, ну, пара, получается, обсуждает вопрос. У него первая группа, у нее вторая группа, а ребенок родился с 4-й или с 3-й, короче. Это не моя группа крови, это
я не отец, ты меня обманула, на папа И скандал. генетическая экспертиза. Да, скандал там, как его требует ДНК. Вот. На самом деле-то группа крови меняется. И не Вы всегда. знаете, сейчас все возможно в этом мире, Да. потому что у нас очень многие... Сейчас вот такая тенденция идет, очень много новых открытий. Мгм. Но насчет группы крови мы еще не встречали, чтобы у родителей были, например, первый, и ребенок родился третьим. Но таких я, например, из своей Практики. практики еще не встречала. Ну, это, наверное, надо изучить, потому что я не практикующий, да, акушер-гинеколог, поэтому, возможно, может быть. Я даже не знаю. Не, ну как я к тому, ответить на что вопрос. даже вот такие вот, ну, Да. есть мифологизация вопросов, которые нужно разъяснять. В том числе, давайте, если уж мы говорим про беременность, да, то есть и мифы про дефлорацию, есть мифы Ой, это же, да. про месячные, есть Про мифы кормление. про кормление. Да, да. И куча других мифов. В том числе, там, вот вы уже упомянули про пол ребенка, да, там, живот такой, значит, мальчик, живот такой, значит, девочка, там, еще такие моменты есть. Если у тебя токсикоз сильный, значит, у тебя девочка, если у тебя токсикоз слабый, то, значит, мальчик, ну, такой... Или если потянула к мясу, или Да, там, если да, потянула там... да. Ну, таких мифов очень много. И я бы хотела вернуться опять к этому приложению. То есть вот этот раздел, где идет подготовка к беременности, к зачатию, это очень такой информативный раздел. Поэтому наши молодые семьи, которые планируют беременность, они могут увидеть там все рекомендации. И эти рекомендации, не надо искать всю информацию там в разных источниках. Здесь уже информация прошла экспертизу, она достоверная и согласно нашим клиническим протоколам. То есть перечень анализов, тех же перечень анализов, не все надо сдавать, а вот четко прописано, какие надо. И диагностическое исследование тоже, какие надо. Иногда бывает у нас, что они подряд все сдают и просто-напросто деньги выкидывают. Хорошо, момент такой. Смотрите, я так понял, что это приложение для беременных. Да. Да? А вы в начале беседы упомянули 3 этапа, то есть подготовка к беременности, беременность и послеродовой период. Да? Все 3 этапа сложные. Все. Конечно. Вот. А про подготовку к беременности есть там информация? Да. Там, во-первых, информация включает то, что вообще с рациона питания начинается. Вообще сама беременность, которая протекает 9 месяцев, там ежемесячно какие изменения происходят в организме женщины, прописываются. Ежемесячно какие изменения у плода происходят. Так. И четко прописывается, что первый месяц, на 28-й день идет, например, формирование нервной трубки и развитие мозга. Да? То есть каждую неделю они прописывают, какой орган развивается у ребенка. И в какой период он начинает слышать, ребенок, да, внутри мамы, да. То есть все изменения, прям понедельно, какие изменения происходят у женщины и у ребенка, это все прописывается. И женщине надо искать, женщине не надо думать, а что происходит, а почему не шевелится. У нас вот были случаи, когда беременность, да, первая беременность, там, шевеление началось, и мы говорим, так, если шевеление началось, все нормально, и оно должно продолжаться до конца беременности. Но опять же, не все женщины, да, бывает, что наблюдают за этим шевелением, и у нас бывает мертвый плод, да, или же замершая беременность. И там в этом приложении четко прописываются признаки замершей беременности. Если, да, вот шевеление отсутствует в течение какого-то периода, если вы почувствовали и так далее, то срочно надо обратиться к своему врачу. Также вот во время беременности есть такие опасные признаки, которые женщина должна всегда, вот перед глазами у нее эти опасные признаки должны вот прям висеть, да? То есть она всегда должна держать в уме, что если у нее кровотечение открывается, если у нее отеки пошли, если у нее артериальное давление повышается, если у нее острые боли в животе, то она должна прям непременно ехать к своему доктору, потому что очень многие женщины, которые погибают у нас во время беременности, они просто-напросто эти признаки игнорируют и думают, ничего, отеки пройдут.
А ничего, я полежу, давление пройдет, да, ничего, да, и так далее. То есть в этом разделе также расписываются, например, если сахарный диабет и беременность, какие рекомендации надо выполнять. Потом четко прописывается, если у тебя экстрагенитальные какие-то заболевания есть, да, органов, внутренних органов у женщины, то какие рекомендации каким рекомендациям она должна следовать. И четко вот за 9 месяцев что нужно, какие нужно препараты пить, в какое время надо их пить, периодичность, обследование, какой месяц она делает УЗИ, да, вот, то есть все пошагово, все расписано. Кстати, про УЗИ тоже мифы есть, что якобы она вредит плоду. И так далее, если бы это вредило бы, клинические протоколы не создавались бы, Всемирная организация. Я говорю о том, что... Это мифы, да. Это ты... мифы, и есть клинический протокол, где четко прописывается, через сколько, в какой период женщина должна обращаться. И знаете, вот самый тяжелый период, это вот 9 месяцев отследить эту беременность, и получается, у женщины возникают за 9 месяцев миллион вопросов. Тем же токсикозом, да, то есть бывает еще, там прописываются психосоматика. Какие психологические проблемы могут возникнуть во время беременности? А вы же знаете, мужчины особенно знаете, когда у женщины начинается, то она мороженое хочет, то она, то она нервничает, то она плачет и так далее. Так как всплеск гормонов идет, да, вот эти явления, это нормой считается. Но подготовить семью, да, к таким перепадам, это тоже одна из таких важных моментов, потому что из этого бывает очень много скандалов в семье, и они начинают, вот, другие нормально рожают, вообще, что с тобой происходит, и тогда и конфликты возникают, и бывает насилие бывает, поэтому там как раз-таки вот эти моменты, именно психологические, моменты, какие могут быть, и как вообще с ними справляться, это тоже расписывается в этом разделе. А как бороться с этими моментами, не написано? Есть рекомендации, от кого какая поддержка нужна, какие травы могут попить, какие упражнения она может сделать. Да, почему? Потому что просто уповать на то, что вот я такая, нет, там как четкие рекомендации идут. Если у тебя вот такие признаки, например, да, если вот настроение у тебя вдоль и поперек, и вот всех хочется вот просто-напросто убить, и там дают рекомендации медитировать, например, да, какие-то упражнения, какие-то препараты, травы. Седативные какие-то. Да. И здесь очень хорошая рекомендация от психологов идет. Поэтому проверенная информация, и женщина может на самом деле смотрите, есть еще такой фактор, да, получается уже после родов, да? Да. Это так называемая послеродовая депрессия. И это такой опасный фактор. Да. Причем часто встречающийся. Да, и очень хорошо подметили, я сейчас уже подхожу, да, к после родов, мы еще только дошли до нашего... вы упомянули про психологические проблемы, я вот как раз и вспомнил. Почему? На самом деле это реальная проблема. Да. И до 30% женщин могут впасть в так называемую послеродовую депрессию. Послеродовая депрессия и суициды, да, у нас были случаи в Кыргызстане. Когда потеря материнского инстинкта и так далее и тому подобное. Очень много осложнений могут быть. Ну и подходим уже к родам, да, там четко прописывается, что такое физиологические роды, да, то есть нормальные роды, что такое кесарево сечение, когда можно, какие показания есть кесарево и так далее. То есть права женщин как раз-таки в этом разделе очень хорошо прописаны. Права женщин получать какие услуги. Кстати, вот про кесарево. Вот вы мне скажите теперь, да, сейчас среди молодежи очень модно, да, особенно среди красивых девочек, очень модно. Да, что я не буду рожать, я откесарю, и фигурка у меня сохранится, и, как говорится, целлюлита не будет, и так далее, и тому подобное. Вот. Есть такая тенденция. Да, и это такая не очень хорошая тенденция. Нехорошая тенденция, да. Все-таки, когда ребенок проходит через родовые пути, у него включается иммунитет, куча других, как говорится... Бог дал такой процесс, да? Да. А здесь, получается, так скажем, по прихоти молодых мамочек делают кесарево. Вот, я думаю, это неправильно. Сейчас уже Министерство здравоохранения предпринимает меры. Сейчас в частных клиниках четко отслеживают показания, противопоказания к кесареву сечению и мониторят.
И мы надеемся, что эта ситуация должна... То есть каждый случай... Да, каждый случай сейчас разбирается, потому что идет рост кесарево сечения. Да, вот я о чем и говорю. По Причем показателям, тенденция, по показателям идет рост кесарево сечения, поэтому сейчас этот процесс мониторится Министерством здравоохранения. Угу. Также вот мы уже говорим о физиологических, как они проходят, да, эти физиологические роды, первый период, второй период, это все прописано в этом приложении. Какие осложнения могут быть во время родов. Эпидуралка. Эпидуралка тоже прописана, четко Вот, прописана. Да. Почему? Потому что модно да, сейчас. Это модно. Да, на самом деле это опасная процедура. Ну, вы знаете, есть показания, есть противопоказания, опять же. Ну, так но или бывает иначе. Иногда женщины просто хотят, это мое право, дайте мне эпидуралку. Подождите, вот смотрите, сейчас я просто, я слышал эту тенденцию, поэтому хочу обсудить. А что там укольчик сделаете, не больно, раз родила. А дело в том, что первое, угроза для жизни матери, укол делают вам в позвоночник. Да. Вот. Эпидуральная анестезия, она опасна тем, что вдруг случайно попадет в нерв, и вы можете остаться калекой. Это первое. Да. То есть риски есть. Риски есть да, всегда. Всегда есть риски. Конечно. При этом боли у вас потом будут в спине еще где-то как минимум около года после этого укола. Почему? Потому что есть такие последствия, что будет болеть спина. И самое, что важное, да, то есть последствия этой эпидуралки, когда роженица терпит боль, у нее поднимается, в том числе включается вся гормональная иммунная система. А эпидуралка ее выключает. Все, и, как говорится, здравствуйте, я ваша тетя. Да. Мне такое ощущение, как будто вы сами проходили весь этот процесс. Нет, я не... Вы знаете, я отец троих детей, да, вот, и все эти вопросы как бы изучал. Вы изучали, да, я знаю, что вы на самом деле знаете очень многое относительно эпидуральной анестезии. Тоже вопрос такой, знаете, право выбора за пациентом, но, опять же, есть показания, противопоказания. Да. Так как весь мир как бы применяет этот метод, опять же, да. Но опять же, насколько наши специалисты, анестезиологи обеспечены в регионах, и все ли могут дать эту... А потом еще препараты. Препараты, процедуры и так далее. То есть свои сложности есть. Поэтому в данном препаратов разделе... срок хранения есть. Да. Еще, да. И в данном вот разделе... недавно поймали же, вот буквально новость вчерашнего дня, поймали... С препаратами частная клиника, которая занималась оперативными, да? Да, там пластические, косметологические услуги. Да. Просроченные препараты, не сертифицированные. Да. Там 40 женщин пострадало. А это только косметология. А представьте себе, если это все попадет, как говорится, Ой, я в частном роддоме рожаю, давай мужа напрягать и так далее. А там такая может быть история. Может быть, может. Никто не застрахован. Никто. Вот видите, то есть в этом разделе даже вопросы анестезии четко прописаны. Это здорово, то есть женщина будет знать, да, какие виды анестезии есть, какие виды родоразрешения есть, там кесарево сечение, физиологические роды, могут быть патологические роды и так далее. То есть вот это все прописано в этом разделе. А следующий раздел у нас уже послеродовый период, сколько он длится, какие могут быть осложнения, как он протекает. И после этого идет раздел, где мы говорим о физических нагрузках. Да, мы говорим о том, как протекает первые 7 дней, потом в течение 40 дней, какие изменения происходят у женщины. И тут же у нас есть раздел про новорожденного. Да? То есть здесь мы четко прописываем календарь прививок. Так, уже классно. Да, это классно. То есть наши женщины четко будут знать, так что же там, какую же прививку делают в роддоме. На самом деле... Спросите у женщины, ни одна женщина не может ответить, не то, что ни одна, немногие знают вообще, календарь. Какой вид вакцинации, какую вакцину они получили в роддоме, сколько вакцин. А с учетом вакцин. Того, какое сейчас отношение вообще к вакцине. Это вообще, да. Да, и сколько отказников. Да. И поэтому вот этот календарь вакцинации, он у нас сидит в этом приложении, то есть согласно нашим клиническим протоколам. Также здесь очень хорошая информация
по уходу детьми, да, за детьми, за новорожденным. Какие у них могут быть у новорожденного проблемы. Там же есть информация про этапы кормления, даже мифы есть, если ты будешь кормить, то ты можешь похудеть. То есть там очень много мифов, они опровергаются. Да, есть такие мифы. То есть вот все, что касается послеродового периода и ухода за ребенком в течение вот 40 дней, вот это все прописывается в этом Мы как-то приложении. беседовали с экспертом программы ООН по грудному вскармливанию, да, и тогда она рассказала о тенденции, о том, что молодые девочки сегодня, уже лет 10 назад это было, не хотят кормить. Почему? Чтобы не испортить грудь. Форму груди. Да, вот. Это же тоже опасная тенденция, Конечно, на самом деле. Конечно. Ребенок как минимум 6 месяцев должен вскармливать, а так лучше 2 года. В идеале 2,5. Даже 2 года. В исламской религии четко прописывается, да? Один из методов контрацепции – это грудное вскармливание. Все правильно. Первые 6 месяцев, так можно скажем. А в целом, если говорить о грудном вскармливании, да, это очень важный момент, потому что через молоко передаются, да, все важные элементы. Питательные вещества. Также иммунная система у ребенка будет здоровее и сильнее, чем у того ребенка, который не получает грудное молоко матери. Ну, приложение приложением, мне такое ощущение, да? Почему такое название М? Это международное название. Над этим названием было очень много споров. Можно было назвать какое-нибудь умаяние. Да. Я не знаю, там... Было такое, знаете, вот был такой разговор, поднимали его долго, спорили. И когда мы обратились к нашим партнерам о том, чтобы изменить название, это требует, так как это всемирное название, как Toyota, например, да, там, например, да, брендовое название, это надо кучу денег бухать туда и менять название. Эта страна должна большие деньги заплатить, чтобы поменять название. Поэтому, так как у нас средства ограничены, техническая поддержка была предоставлена фондом ООН в области народного населения в Кыргызстане, UNFPA, вот, благодаря их технической поддержке и Министерству здравоохранения, вот, совместно с нашей организацией Альянс планирования семьи, это приложение было адаптировано. Мы ее долго адаптировали, потому что каждый раздел просматривает, это 146 статей. Надо было просмотреть, проанализировать, сопоставить с нашими нормативно-правовыми актами. После этого только мы отправляли материал основным разработчикам, которые загружали непосредственно в само приложение. Ну, я этот фактор тоже понимаю. Почему? Потому что, то есть, чтобы сделать трейдмарк, да, то есть торговая марка, название, да, это тоже, это определенная там оплата есть, и так далее. Я это понял. Но, с другой стороны, вот вы говорите, вот у меня телефон на русском языке, и она мне скачалась на русском. А возможности переключить язык нет? Возможности переключить язык есть у Android, а у iOS нету. Да? Если iOS у тебя на кыргызском, тогда он на кыргызском скачивает. Так. Если iOS у тебя на русском, он на русском скачивает. Поэтому, видите, вот само приложение переключить. Да? А в Android можно. В Android, так как у нас большинство, оказывается, Android, мы надеемся, что у них будет... То есть охват на кыргызском языке будет широкий. Да, охват будет широкий, потому что в основном в сельских регионах на кыргызском же... Смотрите, если вот вы уже упомянули про наших предков сегодня, да, про Санджира и так далее и тому подобное, да, то есть о родословной, да, говорим? Да, родословной. Вот. А если взять, опять-таки, культурные традиции кыргызского народа, кто помогал роженице тогда? И тут мне на память всплывает 3 фактора. Первое – это кайнение, то есть свекровь, да, которая помогала. Потом, так как, родная мать находилась всегда далеко, да, не всегда можно было посоветоваться. И здесь на помощь молодоженам, и в том числе и роженицам, приходили, есть такой институт у кыргызов, как Экулене. И он был призван тогда помогать молодоженам, в том числе в семейных каких-то вопросах,
в том числе в половых вопросах, в родах и так далее и тому подобное. То есть Укуль Эне приходила и рассказывала. Они там не сильно отличались возрастом, чуть-чуть постарше могла быть эта Укуль Эне, и, ну, то есть уже поопытней, да, такая Гелинка. И приходила и рассказывала, что здесь вот так, здесь вот так, здесь вот эту травку надо попить, здесь кушать надо кымыс, баранину, а здесь говядину. Как говорится, хойдун мои, бараний жир помазать. Ну, и так далее и тому подобное. То есть был такой институт. И у меня вот сейчас, после того, как вы начали рассказывать вот это все хозяйство, да, про это приложение, у меня такое ощущение, что по сути это... цифровая поддержка беременных, да, исполняет роль вот этой вот Укуль Эне. Да, или в какой-то мере можно сказать, который дает советы, по сути. Который дает советы. Это, ну, по-любому женщина должна с врачом держать связь, это однозначно. Это как бы в помощь нашим медицинским работникам по непонятным вопросам, так можно сказать, да? Потому что все эти детали, да, врачу некогда, им некогда, они лечат. Вот женщина пришла беременная, то есть это надо вся процедура 45 минут посвятить, осмотр сделать, записать, все данные внести, направление написать, а вот сидеть и рассказывать вообще, что такое токсикоз, как он происходит, вообще какие рекомендации, и вот она же не может за 9 месяцев все, что происходит, женщине рассказать, да? То есть это в помощь нашим медицинским работникам. А вот здесь у меня сразу возник к вам вопрос. В советское время, да, меня часто радиослушатели некоторые ругают за то, что ты вот про Советский Союз там рассказываешь, и 5-10. А я просто, понимаете, я знаю систему там, как работало здравоохранение, и как сейчас она работает. И вот для сравнения, в советское время был такой инструмент по женскому здоровью, как женская консультация. И все вот, о чем вы сейчас сказали, да, именно в женской консультации, потому что это было посвящено только женщинам, только вот родам, только беременности, так скажем, и семейным делам. Почему? Вот женщина-то приходила и получала не только, как говорится, гинекологическую, да, помощь, консультацию, лечение, но и психологическую в том числе. То есть вот эти вот все рассказы, о чем вы сейчас говорите, да, она там получала. Согласна. Вот. И многие просто даже не хотели уходить оттуда. Да. Вот, сидели там, слышали, там были всякие буклеты. Ну, конечно, по меркам того времени, да, то есть эти буклеты, плакаты, где все это можно было прочитать, узнать, увидеть. И, да и врач всегда как бы относился к этому более подробно, чем просто гинеколог, который там штатный, да, в поликлинике. То есть это был такой, знаете, целый институт семьи, я так понимаю. Да, вот. Согласна. А сейчас его нет. К сожалению, сейчас ее нет, и на сегодняшний день назрела такая необходимость, как открытие этих женских консультаций. Министерство здравоохранения сейчас поднимает этот вопрос. Раньше даже в ФАПах, в фельдшерско-акушерских пунктах были, то есть знали фельдшеры все... Вопросы репродуктивного здоровья, планирования семьи. Абсолютно. Сейчас Министерство здравоохранения поднимает данный вопрос об открытии областных женских консультаций. Когда это произойдет? Ну, сейчас он на стадии переговоров, на стадии разработки самого приказа. И мы надеемся, что этот приказ будет принят, но единственное, вот вопросы, как всегда, финансирования остаются открытыми. Так как они решат, какие источники финансирования, после этого, наверное, об этом заявят, потому что мы об этом говорим уже который год. У нас на самом деле нету института семьи, у нас нету... Раньше были кабинеты планирования семьи, раньше были школы матерей, да, где женщина приходила... Даже более того, в школах учили. Школа матерей, да, школа матерей во всех регионах, во всех поликлиниках в то время, да, сейчас центры семейной медицины, были эти школы. Сейчас есть, какие-то школы остались, но вот единого подхода, что как эта школа должна функционировать. Сейчас очень много частных. Кстати, да, вы знаете, сейчас такие предприимчивые наши доктора открывают свои частные школы матерей. Да, мамочки. Там. Особенно инста, как это,
дивы Да. делают это. Да. И, там. кстати, пользуются популярностью. Это платные. Так я вот о чем и говорю. Платные. Поэтому мы об этом очень много разговаривали с Министерством здравоохранения, что Ну, смотрите, эти школы института нужны. выкурения нету сегодня. Значит, нужны женские консультации, значит, нужны кабинеты для родителей или родительские школы, как мы, я не знаю, как мы их назовем. Но на сегодняшний день это вопрос считается стратегическим, потому что мы говорим о здоровом потомстве. То есть в этих школах как раз-таки мы будем учить, как выносить здорового ребенка, как родить здорового ребенка, как зачать здорового ребенка. И, соответственно, если мы хотим здорового потомства, если мы хотим, чтобы наши семьи рожали много детей, здоровых детей, то надо их готовить. Ну, власти сегодня в лице Хамчека Кадыршаевича очень часто говорят о том, что рожайте, 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 больше, больше, больше. Для чего? Для того, чтобы улучшить демографию. А у нас действительно демография падает. И это вопрос уже национальной безопасности. Да. Не только стратегический. Согласна. Это вопрос национальной безопасности. Согласна. При этом, если учесть, вот я человек, который 25 лет ведет медицинскую программу, я могу вам так сказать, вот за эти 25 лет, которые я как бы погружен в медицинскую тему, могу сказать так. Здоровье женщин, да, а также и здоровье мужчин. Да, абсолютно правильно. За эти 25 лет сильно упало. Очень сильно упало. В каком плане? У нас нет вот таких профилактических институтов, как в том числе женская консультация. Ко мне уролог приходил и рассказывает... Ты знаешь, говорит, мужчин, которые обращаются к урологу-андрологу, всего 2%. Что делают остальные? Куда не ходят, да? Что делают остальные? И вообще, куда ходят, что делают? Да. То есть, смотрите, если вы поднимаете вопрос о женской консультации, да, то очевидно, что в скором времени, да, с учетом роста бесплодия, с учетом роста генетических заболеваний, да, и это не из-за того, что мы такие в плохих условиях живем. Нет, это связано с многими факторами, в том числе и психоэмоциональными, да, когда человек живет постоянно в стрессе, у него ломается ДНК просто-напросто. И, то есть, скоро вопрос должен стоять уже и, я не скажу о мужских консультациях, да, но о мужском кабинете, да, который человек будет обязан прийти, да, и раз пройти, в год, да, и раз пройти год, да. Обследование. Вот это, наверное, тоже стоит на повестке дня. Вы правильно отметили, что женские консультации нужны. Я абсолютно с вами согласна в том плане, что здесь мы должны смотреть на самом деле как со стороны женщины, как это со стороны мужчины, да, которые ответственно несут большую ответственность за рождение ребенка, да. У нас, да, худо-бедно женщины как-то ходят во время беременности, какие-то обследования проходят, да, как-то обращаются. Ну, женщины априори чуть-чуть к здоровью относятся получше. Да, но вот мужчины, они вот на самом деле у нас просто отрезаны. Да. И вот, как вы сказали, 2% только обращаются мужчин к урологам, к андрологам, таково андрологам, в кавычках у нас их там... Раз-два и общался, да. А в регионах, да, очень, можно сказать, их почти нет. И поэтому здесь вопрос стоит, вы правильно сказали, это вопрос национальной безопасности, потому что если мы говорим о будущем и вообще о демографических показателях, то мы должны сейчас бить в колокола и говорить, пожалуйста, давайте займемся репродуктивным здоровьем мужчин и женщин. Подготовки, это начиная со школьной скамьи, это половое воспитание, потому что вы сейчас видите, детского что садика давайте. Вообще с утробы надо начинать, если что. Уже вот если идет зачали ребенка, то уже надо думать. Уже надо думать. Поэтому мне кажется, здесь нужна на самом деле очень хорошая идеология, институты семьи, поднимать этот вопрос. Особенно в условиях, когда нам пытаются внедрить чуждые нам ценности, ну давайте так. Нет, у нас своих ценностей предостаточно и прекрасные. Я про гендерное, вот эти вот там 68 гендеров и так далее и тому подобное, да? То есть вот этот бред, который все-таки доносится до нас тоже, вот, и никто же не дает гарантии, что это не привьется следующему поколению. Ну, вы знаете, мне бы больше хотелось здесь заострить внимание, чтобы государство все-таки сейчас начало бить в колокола о том, что если подумать о будущем вообще Кыргызстана и вообще рост населения, демографии, то
Сейчас надо уже поднимать этот вопрос об открытии центров именно женских консультаций, как мы говорим. Да? Вот мне больше понравилось ваше выражение «институт семьи». Институт семьи, да. Да, все-таки не женские консультации, не мужские, да, кабинеты, а вот все-таки вместе. Громко будет сказано «институт семьи». Может быть, помните, в советские времена в структурах правительства всегда сидел был отдел, да, по охране здоровья матерей и детей, да, то есть такие вот отдельные были у нас структурные подразделения. Ахмадит Также, был у нас. да, в Министерстве здравоохранения тоже был отдел, да, охраны материнства и детства. И была своя стратегия, да, отдельный документ, где четко прописывалось полностью прогноз и вообще давали на будущее картину, какие могут быть у нас прогнозы по рождаемости и так далее. То есть мы это все видели и в одном документе могли увидеть. Сейчас этот компонент, он сидит в законе об охране здоровья граждан маленькими пунктами, да, то есть вот такого расширенного документа как такового нету. А раньше у нас были стратегические большие национальные документы отдельно именно по здоровью женщин и детей. Ну, что касается юридической части, я не могу ничего сказать, но де-факто, то есть то, что вот я вижу в поле, как говорится, да, у нас у журналистов есть такое, да, выражение, когда работаешь в поле, ты же видишь, как люди живут, как они относятся к тому или иному вопросу, как пытаются решить ту или иную проблему, да, и сталкиваются, ну, казалось бы, ну, с элементарными вещами, да, вроде это же, ну, должен знать каждый, и не знает. Не знает. Да, первая проблема, да, это информированность. Вторая проблема... Абсолютно согласна с вами. Вторая проблема, которая, наверное, существует, вот что касаемо демографических вопросов, в том числе и планирования семьи, да, это разводы. Кстати, идет рост разводов. 40% да, в первый год. Это очень печально, потому что, представляете, это создать семью... о чем говорит? Ну, потому что они подготовлены. Да. Они не подготовлены психоэмоционально, они не подготовлены стать родителями, они не подготовлены... Это, получается, одну модель взять и две модели объединить и сделать еще какую-то новую модель, да? Или обычно у мужчины своя модель, и девушка должна просто влиться в эту модель и следовать за этой моделью. Они же не готовы менять свою модель. Она выросла со всех других условиях, и она, когда уже приходит в другую семью, она должна принять это. А наша молодежь, она готова принять это. Она вчера играла с куклами, тут завтра мамой стала. Она вообще готова вырастить этого ребенка? Вообще она психологически готова вырастить этого ребенка? Именно поэтому, вот смотрите, да, именно поэтому сегодня молодых браков, ну, то есть браков... Разводов. Браков в молодом возрасте очень мало. Сейчас браки в основном... уже такая тенденция, практически 60% браков это в районе 30 и выше. То есть первый раз люди вступают в брак в районе 30, когда по всем медицинским параметрам, да, и показателям, насколько я знаю, первородка должна быть 20-22. Самый оптимальный, самый оптимальный период для родов, для женщины, вот от, мы говорим, да, от 18 до 35, говорим. Вот самый оптимальный период. Ну, это для родов вообще. Для родов. А для первородков, да, это вот 22 года, 23 года. Почему? Потому что вот как раз в этот момент когда все сформировано и так далее. Да. И замечательно. Потом идет только ухудшение. И если в этот момент не было их первородов, потом все это откладывается. Ну, сами понимаете, это целая проблема. Вот. В том числе, это не я рассказываю. Это мне рассказывали специалисты, в том числе и по онкологии. Рост онкологии, который сегодня наблюдается... Это вообще это отдельная проблема, но она связана в том числе, что люди не хотят рожать. Конечно. И не хотят кормить. Это тоже одним из факторов, который приводит к таким заболеваниям. Единственное, хочется сказать, что у нас слабые профилактические программы, потому что сейчас вот наш министр говорит, что сейчас мы должны повернуться к профилактике. Да. Больше, лучше предупредить, чем лечить, да, мы обычно говорим. Да, на самом деле, если все это предупредить, если
подготовить, если осознанно идти, то мы можем избежать многих проблем. Вот смотрите, у нас есть такая средняя картина, какие женщины у нас умирают во время беременности после родов. То есть показатели материнской смертности, да? Есть вот портрет женщины. Средний портрет женщины, которая умирает во время беременности и родов. Женщине 35 лет. Так, она из сельской местности. Так. Среднее образование. Испытывала разные формы насилия в семье. И плюс еще есть вопросы миграции. Вот смотрите, как женщина, вот в среднем наша погибающая женщина ежегодно, да, у нас то есть это такая, фиксируется, знаете, да, показатель материнской смертности. И вот если взять картину, как эта женщина выглядит, то получается она молодая, в рассвете сил и погибает. И это очень печально, потому что есть компоненты насилия, у нас есть медицинские причины материнской смертности и немедицинские. И вот из немедицинских они являются, ну, например, там дорожно-транспортное происшествие, и среди них есть насилие. Когда во время беременности женщина получает физическое насилие, теряет ребенка и сама погибает. Или эмоционально. И психологическое тоже сидит. То есть вот эти моменты, на самом деле, если была подготовка, если бы в институте, вот мы говорим институт семьи, если бы подключались, как у нас школа Гайнине, да, это тоже очень, очень, очень важная школа, когда они поддержку оказывают, а не наоборот запрещают и так далее. Вот поэтому я и говорю, да. Для начального этапа скачивайте приложение АММА, да, читается Эмма, пишется АММА, и те, у кого, так скажем, есть вопросы по зачатию, по беременности, по подготовке к зачатию, по всем периодам беременности и, самое важное, послеродового периода, в том числе и родов, да, там очень много вопросов, поэтому скачивайте это приложение, ваш цифровой помощник поможет вам решить, ну, так скажем, не физически, но, по крайней мере, информативно вы все получите, будете знать, что и как делать во время этого сложного периода. Это была программа «Особый акцент». В студии был я, Талайбек Ураскулов. У нас в гостях была директор общественного фонда «Альянс планирования семьи» Бактыгуль Базгурпоева. Мы сегодня говорили о цифровой поддержке беременных и преимуществах мобильного приложения для ведения беременности. Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа. Надеюсь, что сегодняшняя программа, те, которые слушали, наши зрители, радиослушатели, передадут своим детям, внукам эту информацию, и тогда у нас в нашей стране будет намного лучше ситуация, ну, через какой-то период, да, будет рождаться больше здоровых детей. Здоровых женщин. Да, и будет больше, как говорится, здоровых семей. В студии был я, Талайбек Ураскулов, радио «Спутник», программа «Особый акцент».